Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Принялись дефицитом. Правительство одобрило проект госбюджета на 2019 год. За 5 лет была уничтожена почти вся научная и творческая элита Абхазии. В Сухуме почтили память жертв политических репрессий. С помощью Лакустина и Карачара специалисты приступили к лечению пальмовых деревьев в Сухуме и Гагре. Кабинет министров одобрил проект республиканского бюджета на 2019 год. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Абхазии. Кроме того, рассмотрены также проекты бюджетов 6 фондов. Репортаж Ренаты Шакая. Члены Кабинета министров обсудили параметры проекта республиканского бюджета на 2019 год в разрезе доходов и расходов, дефицита, источников и администраторов его финансирования, параметры верхнего предела внутреннего и внешнего долга, а также проект программы республиканских заимствований. Законопроект о государственном бюджете на 2019 год представил вице-премьер, министр финансов Джанцух Нанба. Правительству были представлены основные параметры главного финансового документа страны на будущий год. В проекте бюджета на 2019 год предусматриваются основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия по доходам 9,7 миллиардов рублей, по расходам 9,8 миллиардов рублей. Дефицит государственного бюджета Республики Абхазия составляет 144 миллиона рублей. В 2019 году доходы государственного бюджета Республики Абхазия по сравнению с 2018 годом увеличились на общую сумму в 174 миллиона рублей. Министр финансов Джанцух Нанба, представляя проект бюджета на 2019 год, отметил, что несмотря на то, что планируемый доход этого бюджета в сравнении с 2018 годом на 25 миллионов рублей больше, прогнозируемый дефицит 121 миллион 196 тысяч рублей. В 2019 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 7 миллиардов 575 миллионов рублей, расходов в размере 7 миллиардов 696 миллионов рублей. Дефицит составляет 121 миллион. Источниками финансирования дефицита предполагаются привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия в пределах 150 миллионов по ставке 9% годовых, возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета и иные источники внутреннего финансирования дефицита. Администратором источников финансирования дефицита выступает Министерство финансов Республики Абхазия. В целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы бюджетом 2019 года предусмотрено получение финансов в сумме 1 миллиарда 620 миллионов рублей. Члены Кабинета министров Абхазии рассмотрели параметры межбюджетных трансферов внебюджетных фондов Республики Абхазия. Также утвержден общий объем бюджета Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2019 год по доходам в сумме 1 миллиард 30 миллионов рублей. По расходной части 1 миллиард 30 миллионов рублей. Принят бюджет фонда репатриации Республики Абхазия на 2019 год по доходам в сумме 132 миллиона 318 тысяч и аналогичной сумме по расходам. Утвержден проект бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2019 год. Общий объем бюджета вышеуказанного фонда по доходам составил 125 миллионов рублей в соответствующей сумме по расходной части. Доходы формируются за счет следующих источников: страховые взносы и платежи в внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 52 миллиона 991 тысяча 400 рублей. Сумма составлена на основании индикативного плана на 2019 год. Страховые взносы и платежи в внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций Республики Абхазия 53 миллиона 919 тысяч 500 рублей. Сумма выведена по фонду заработной платы, предусмотренной в проекте государственного бюджета Республики Абхазия на 2019 год.
Рассмотрен проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия, который по доходам представлен в сумме 42 миллиона 587 тысяч рублей. Все проекты будут представлены на рассмотрение президенту Гараулю Хаджимба. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Сегодня к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме возложили цветы спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, общественность столицы, родные и близкие репрессированных. В октябре 2011 года, спустя 50 лет после реабилитации многих жертв сталинских репрессий, в Абхазии был установлен памятник репрессированным. Его автор Зураб Тужба. Памятник установлен прямо напротив здания парламента республики. Монумент представляет собой большой камень, опоясанный колючей проволокой. В Абхазии более 7 тысяч человек стали жертвами политических репрессий 30-40-х годов 20 века. С 1937 по 1942 годы была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция Абхазии. Были убиты также зажиточные крестьяне. Годы сталинских репрессий навсегда вошли в историю Абхазии, как одни из самых трагических. Многие из пришедших в этот день к памятнику родственники жертв. По рассказам своих родителей, они много знают о тех трагических событиях. То, что каждый год к памятнику репрессированным приходит так много людей, говорит о том, что ничто не забыто. Сегодня печальный, траурно-торжественный день. Это посвященный гибели лучших сынов абхазского народа. В истории Абхазии лучше их никогда не было. Благодаря им существует Абхазия, абхазский народ. Наше имя, сохраненное в истории человечества. Мы должны всегда равняться на них, поклоняться им и никогда не забывать. Никаких отчетных документаций, ничего не осталось, потому что приблизительно только говорят и ученые наши, и те, которые специально занимаются, где-то не менее 7 тысяч лучших сынов Абхазии. 7 тысяч – это большой процент населения, когда погибают лучшие люди. Профилактические работы по борьбе с пальмовым долгоносиком начались в столице. Специалисты обрабатывают макушки пальмовых насаждений ядохимикатами лакустин и карачар. Алика Трапш продолжит тему. Впервые в Абхазии очаги заражения пальмовых насаждений были выявлены в Гагарском районе в 2016 году. Красным пальмовым долгоносиком уже уничтожена большая часть насаждений вокруг пансионата «Солнечный». Возле знаменитого ресторана «Гагрыбш» вредитель также уничтожил несколько вековых деревьев. Совсем недавно опасный жук добрался и до столицы. Несколько пальмовых деревьев, произрастающих по проспекту Леона, пришлось спилить, чтобы обезопасить соседние деревья. Созданная при правительстве специальная комиссия в столице начала обработку пальмовых деревьев пестицидами. Была создана правительственная комиссия по борьбе с инвазивными вредителями. В эту комиссию вошли карантинная служба, лесное управление, представители районных администраций, сельхозотделов и отдел защиты растений. К сожалению, для обработки пестицидов у нас недостаточно, но на сегодняшний день мы собрали из тех запасов, что имеется у различных ведомств, и при их помощи мы сегодня ведем обработку в городе Сухум. Часть этих пестицидов были переданы Гагру, потому что там тоже ситуация не из приятных. Для обработки вековых деревьев коммунальная служба столицы выделила спецтехнику, и специалисты имели возможность подняться прямо к самой верхушке пальмы, чтобы обработать ее верхнюю часть, где жуки-вредители откладывают яйца. Специальным приспособлением в верхушку пальмы вводят сильнейшие ядохимикаты – лакустин и карачар. Сегодня мы используем два компонента в составе рабочей жидкости. Это комплексный препарат, в котором содержится клоприд и дифлубензурон. Этот препарат проникает в ткани растения, он заносится на верхушку, на вершину роста пальмы, в ствол и пропитывается точка роста. Это приблизительно 50-60 сантиметров от верхней точки пальмы растения, что дает возможность уничтожить личинки, которые являются разрушителем
растения в данное время. И лямда-цигалатрин – это препарат летального действия, который должен тоже одновременно уничтожать другим способом действия, уничтожать личинки пальмового долгоносика. После завершения работ по обработке пальмовых насаждений по проспекту Леона экологи приступят к лечению пальм по улице Айтгалора и в парке Свободы. Специалисты отмечают, что для полного уничтожения пальмового долгоносика разовой обработки деревьев недостаточно. Профилактические мероприятия необходимо проводить раз в 2-3 месяца. А в 2019 году в городах Пицунда, Гудаута и Новый Афон тоже будут начаты работы по уничтожению пальмового долгоносика. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Общественно-политической и социально-экономической ситуации в Абхазии было посвящено сегодняшнее собрание представителей оппозиционных сил страны в Сухуме. Участники собрания потребовали проведения досрочных выборов президента. Подробнее об аргументах оппозиции расскажет Саресмар. Обсудить общественно-политическую ситуацию в стране в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» собрались представители ряда общественных организаций, партий и движений. Открывая заседание, представитель оппозиционной партии Амцахара Вячеслав Кукускир рассказал о цели мероприятия и о задачах, которые ставит перед собой оппозиция. В частности, Кукускир высказал убеждение, что проведение досрочных выборов необходимо. Выступавшие поддержали это предложение. Нынешний президент никак не улучшил ситуацию, если не ухудшил. Тогда для чего нужны были все эти действия, для чего нужно было силой приходить к власти, если не сделано ничего на пользу общества и народа? Все обещания, в которые мы поверили, часть нашего общества, значительная часть, большая часть общества, оказались просто обманом. Поэтому мы и сейчас придерживаемся той позиции, что Рауль Хаджимба должен уйти в отставку, принять политическое ответственное решение. Как отмечали выступавшие, представителям оппозиционных партий поступали письма с предложением перенести дату президентских выборов с августа на апрель месяц и аргументируют это тем, что выборы президента и вся предвыборная кампания будет проходить в разгар туристического сезона, и это крайне неудобно для всего населения. Как известно, в 2019 году предстоят выборы главы государства. Предвыборная кампания стартует в июне и в лучшем случае завершится в августе, в разгар туристического сезона. С учетом опыта прошлых выборов, сопровождавшихся обострением общественно-политической ситуации и многочисленными конфликтами, можем сказать, что уровень политической культуры значительно понизился. Вследствие данного факта существует большая вероятность срыва курортного сезона, что в значительной степени усугубит и без того сложную социально-экономическую ситуацию в стране. По мнению члена партии Амцахара Мизана Зухпа, проблем, с которыми сталкиваются граждане республики, с каждым днем все больше. По его словам, за 4 года у оппозиции не получилось наладить диалог с властью. На протяжении 4 лет мы вели выработанную, отработанную оппозиционную деятельность, указывали ошибки власти, где и как нужно, что нужно исправлять. К сожалению, власть нас не услышала. Уверяю всех и присутствующих, и населения Абхазии, для жестких мер и силового метода смены власти нам необходимо 2 суток. Но мы не хотим подвергать опасности нашего государства. Слышу предложения городского собрания, районных собраний о проведении выборов весною. Солидарен с этим мнением. На собрании помимо представителей общественных и политических организаций выступили жители городов и сел. В своих выступлениях они также отмечали необходимость проведения выборов в апреле, дабы не сорвать туристический сезон. На собрании была принята резолюция. В связи с тем, что ситуация в стране свидетельствует о неспособности нынешней власти эффективно осуществлять свои полномочия, и что за 4 года нахождения у власти руководство страны не смогло сформировать дееспособную команду управленцев, а также в целях сохранения спокойствия и стабильности в обществе
в преддверии курортного сезона предлагаем перенести сроки выборов президента Республики Абхазия на весну 2019 года. Учитывая общественно-политический накал в обществе, тяжелое социальное положение граждан и во избежание протестных действий, которые неизбежно могут перерасти в акции неповиновения, обращаемся к президенту о добровольной отставке и назначении досрочных выборов в апреле 2019 года. Сария Смыр, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Академии наук Абхазии исполнился 21 год. Практически сразу после войны, 12 декабря 1993 года, Владислав Арзенбах подписал постановление об образовании Академии наук Абхазии. Но тогда в связи со сложной экономической и политической ситуацией постановление было реализовано только 30 октября 1997 года. Сегодня в Сухуме в честь дня создания Академии наук прошло торжественное заседание, в котором приняли участие многочисленные гости, научное сообщество страны. Советник президента Владимир Зантария зачитал поздравительный адрес от президента Республики Рауля Хаджимба. Сегодня в рамках деятельности всей системы Академии наук и АГУ шаг за шагом проводится работа по созданию условий для развития гуманитарных, естественных, физико-математических, технических, медицинских, сельскохозяйственных и других отраслей науки, отметил Рауль Хаджимба в своем поздравлении. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа, приветствуя гостей, напомнил об истории создания Академии. На сегодняшний день Академия наук Абхазии состоит из 3 отделений и 9 институтов. В ее составе 15 академиков, 11 членов-корреспондентов, 19 почетных иностранных членов. В подведомственных учреждениях работает более 400 исследователей, из которых 29 – это доктора наук и 93 – кандидаты наук. Нам необходимо, на мой взгляд, очень серьезно подумать о подготовке научных и научно-образовательных кадров. Необходимы совместные усилия Министерства образования и науки нашей республики, Академии наук, академических институтов и Абхазского государственного университета. У нас очень способные молодые люди. В этом я убедился еще раз на конкурсном отборе Российского фонда «Умник», проводившем недавно в Академии наук Абхазии. Сегодня, 30 октября, исполнилось бы 80 лет известному абхазскому ученому-этнологу, кандидату исторических наук, профессору, лауреату государственной премии имени Георгия Дзидзария, ветерану национально-освободительного движения абхазского народа Юрию Гудисовичу Аргун. Сегодня в нашей программе смотрите передачу, посвященную жизни и деятельности прославленного ученого. Пресс-служба Черноморэнерго сообщает, что завтра, 31 октября, в связи с проведением плановых работ на высоковольтной линии Альпийская 110 киловольт с 9 утра до 6 вечера будут обесточены подстанции Гагра-1, Гагра-2, Холодная речка, Цандрипштяга и Гечрипш. Столь масштабное и продолжительное отключение обусловлено сложностью работ. Черноморэнерго приносит жителям района свои извинения за неудобства. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.